Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на месяц сентябрь. Давайте посмотрим, что ждет вас по судьбе именно в сентябре. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте все узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками и откроют нам то, что сейчас раскрыто. Мы желаем услышать и узнать. Так, мои хорошие, итак, сентябрь. Каким он для вас будет? Какие события для вас готовит? Какие перемены? Так, мои хорошие, смотрите. Здесь у вас волны. Причем тут две волны. Одна побольше, другая поменьше. Волны — это к переменам. То есть будет две волны перемен. Одна заденет только одну сферу жизни, а вот вторая целиком вас накрывает. Перемены будут. Перемены с правой стороны, да, волны с правой стороны. Вот она маленькая сначала идет, потом большая. Перемены к лучшему. С правой стороны меняется в лучшую сторону. Перемены для вас. То, чего вы хотели, то, на что вы надеялись. Либо то, что вам именно необходимо, то с вами и произойдет. Сначала одна перемена, либо одну сферу жизни накрывает, а вот вторая волна, она накрывает вас целиком и полностью с головой. Да, месяц перемен. Воистину, сентябрь для вас месяц перемен. Так, вижу я знакомство. Причем знакомство то ли по переписке, то ли благодаря кому-то. Да, вы можете в интернете познакомиться с кем-то. И также вас кто-то с кем-то может познакомить. Но очень похоже на интернет-знакомство. Знакомство очень приятное, очень радостное. Много смеяться будете вы с этим человеком. Прям смешит вас этот человек, развлекает. Прям душой будете отдыхать, когда с этим человеком будете общаться. Может быть, это ухажер, может быть, поклонник. Но может быть просто приятный человек, с кем у вас сложится дружба. Не в сентябре, но чуть попозже у вас и встреча с этим человеком будет. Встреча незабываемая. И почему-то мне кажется, что именно вы поедете на встречу. Да, человек вас пригласит к себе, там, погулять, показать город, либо страну свою. Да? Может быть, в другой стране человек живет. Слушайте, еще и приключения будут. Очень приятный человек и очень приятное знакомство вас ждет. Так, еще вижу, что вы просыпаетесь. Знаете, такое впечатление, что вы долго спали, долго как-то ничего не происходило в вашей жизни, либо у вас ни к чему желания не было. Да, такое пассивное, флегматичное состояние у вас было. Вижу, что просыпаетесь, глазки протираете, так с удивлением смотрите по сторонам и думаете, ну ничего себе, жизнь поменялась, ну ничего себе, сколько возможностей, сколько всего интересного, важного. У вас просыпается интерес к жизни. Вам хочется жить, вам хочется общаться, развлекаться, чем-то заниматься. Вы себя не узнаете. Выходите из застоя. Это тоже замечательно. Дальше, мои хорошие, тоже с правой стороны. Дорожка широкая и светлая. К чему-то новому дорожка вас приведет. Может быть, новое место работы, может быть, новое место, где вы там развлекаетесь, куда вы будете ходить. Какое-то прям новое, то, чего раньше никогда не было. Дорога очень приятная. Вы с радостью всегда будете в эту дорогу идти. И в этой дороге никогда с вами ничего плохого не случится. Короткая, кстати, дорога. То есть где-то недалеко вы начнете ходить, либо ездить куда-то недалеко. Но всегда вам будет приятно и радостно на сердце. Опять же, работа, либо какое-то, может быть, увлечение, может, спортом займетесь, да, и вам это будет нравиться, прям очень нравится, еще и пользу вам будет приносить.
Кстати, по поводу здоровья, это с левой стороны у нас выходит. Какой-то диагноз вам поставят. Здесь либо наконец-таки вам диагноз поставят, либо в принципе поставят диагноз. Может быть, вы плохо себя чувствуете, может быть, вы очень долго от чего-то лечитесь, а нет результата, да, улучшения не происходит. Вижу, что вы в надежные руки попадете. Руки мужские, сразу говорю, то есть мужчина-доктор, специалист-доктор. То ли он вас осматривать будет, то ли он вам будет назначать всякого рода исследования, тесты, там, анализы, да, что-то будет назначать. В общем, этот мужчина своими этими большими, добрыми, заботливыми руками вас на ноги поставит. Ну, по крайней мере, диагноз точно будет установлен. И именно то, что болит, именно то, что беспокоит. И вот здесь начинается ваша работа, работа над собой. Вижу, что вам не только там таблетками лечиться и уколы ставить, но еще и как-то менять свой образ жизни. Ну, допустим, если вы привыкли ложиться за полночь, то будете ложиться, либо должны ложиться гораздо раньше, там, часиков там, в 10, в 11 уже засыпать. Опять же, образ питания. Избавиться от вот этой полуфабрикатной еды, либо там, этой переработанной еды в виде там, сосисок всяких, колбас, да, в пользу действительно натуральных продуктов, которые наполнены минералами, витаминами и плюс пользу приносят. Вот как-то все будет меняться. И доктор работает над вами, колдует, и вы должны тоже свою работу провести над тем, чтобы свое здоровье поправить. Вот это прекрасный шанс не только вылечиться, но и укрепить свое здоровье и продлить свою жизнь, да? Стать долгожителем. Смотрите, упустите этот шанс, жалеть будете. Да? Опять на вкусняшки, на вредняшки вас потянет, прям почувствуете это. Поскольку и доктор хороший, да и вы будете настроены, думаю, что все у вас получится. Смотрите, могут показать и вас, и очень любимого вами человека, за кого вы переживаете, как за себя. Либо с вами это происходит, либо с вашим близким человеком. Так, еще с левой стороны. Женщину показали, лежит она, лежит на спине, руки на груди сложила. Прям плохо этой женщине, плохо, а может быть и, ну ладно, неизбежное, скорее всего, с ней происходит. Женщина. У женщины силы уходят, а к вам силы возвращаются. От женщины удача отвернулась, а к вам вернулась. У женщины как жизнь рухнула, а у вас наоборот все как укрепилось, возобновилось. Эта женщина, скорее всего, вам зло причинила, либо с ее легкой подачи у вас в жизни все как-то вверх тормашками было. Как только ей станет плохо, а ей точно станет плохо. Здесь уже, знаете, как время пришло. Время пришло платить по счетам. В вашу жизнь вы прямо ощутите, что вам легче, лучше, веселее, бодрее, везет, удачка сопутствует. Там люди улыбаются, у вас все получается, у вас там все крутится, вертится, да, за что не взялись, все получилось. Это все из-за нее, из-за этой женщины. Раскроется все, раскроется и кто она, и зачем она это делала. И вы свое назад наконец-таки вернете, понимаете? Вам отпущена жизнь и судьба очень удачливого, счастливого и везучего человека. Здорового, полноценного, да, вот такая жизнь богатая вам отпущена. Но из-за этой женщины вы не своей жизнью жили. То есть в какой-то момент эта женщина вам либо все испортила, либо все у вас забрала. Магическим путем, либо каким-то другим образом. Опять же, вы все разные, все разные. Ей становится хуже, а вам становится лучше. Вот как-то так отыграется. Все вернется на круги своя. Силы она теряет, силы. Возможно, она этот сентябрь не переживет. Кстати, у кого-то так и отыграется. Либо станет жертвой какого-то там случая, да, несчастного случая, и тогда все станет на свои места. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. А кого-то вообще, в принципе, не коснется это предсказание, да, потому что оно не ваше. Чужого, как я говорю, не притягивайте. Вот что идет в вашу жизнь, вот то, с чем вы живете, столкнулись, вот то и ваше. Дальше, мои милые, в центре показывают вашу фигурку.
И вы радуетесь, словно бы вы ребенок, вот такой маленький, лет там 3-5. Почему-то вы порадуетесь от души, от сердца, со слезами прямо на глазах, слезы радости, вот не переживайте. Какое-то событие с вами произойдет. Событие очень вами ожидаемое, но в вашем восприятии маловероятное. Вот именно сентябрь вас побалует, как маленького ребенка побалует подарком, ярким событием, которое все вокруг меняет, и вас меняет, и ваши отношения меняет, как будто бы мечта сбывается. Не показали, какое событие, вы все слишком разные, но вижу, что радоваться будете как ребенок. Прям прилив счастья испытаете. Да. Каждый, конечно, в своем, но вот точно прилив счастья идет. Дальше, мои хорошие, какой-то человек от вас отстанет. Человек, который, либо преследовал вас, либо зла вам желал. Давайте так скажем, да? Может быть, вы ни сном, ни духом, что кто-то вам желал зла. Вижу, что человек от вас отстанет. Здесь человек угрюмый, понурый, с опущенными руками, с поникшей головой, отворачивается и уходит во своясье. Оказалось, что вы этому человеку не по зубам. Да? Вы там ни на провокации не поддавались, не отвечали там, настойчиво, может быть, ухаживанием. Может быть, этот человек, да, действительно хотел вашей любви, но вы понимали, что нет, с ним я не хочу. Смотрите, опять же, общая отсыпка, вы разные. У кого-то мужчина женщину преследовал, там, любви хотел. У кого-то отыграется, что, может быть, какие-то конкуренты, соперники были, да? Кто-то с вами там тягался, оспаривал вас. Вижу, что этому человеку очень здоровски обломится. И этот человек, вот так, знаете, руки опустил, голову опустил и потихонечку из вашей жизни выходит. То есть больше не претендует, больше не конкурирует и больше не соперничает. На самом деле это очень хорошее событие, и, конечно, вы это почувствуете. Особенно, если этот мужчина к вам приставал. Вы это очень почувствуете и этому очень обрадуетесь. Если это была конкуренция, я так понимаю, что вы успеха своего добьетесь, да, и в отрыв уйдете от конкурента либо конкурентки. То есть как бы нет никаких шансов вас догнать. И нечего тут и голову ломать. Да? Человек опускает руки и уходит. Да, вы молодец, вы умничка. Так, а здесь вы на птичке сидите. Явно какая-то поездка вас ждет. Куда-то вы поедете, может быть, даже на самолете полетите. С правой стороны, но поездка влево идет. Какая-то незапланированная поездка, спонтанная поездка. Либо вас кто-то пригласит, позовет. А может быть, такая возможность просто появится, да, куда-то вырваться, где-то побывать. Слушайте, как приятно. Приятно. Поездка такая развлекательная. И еще вижу, что вы из поездки много всего привезете. Вот какие-то покупки вы привезете. Прям едете туда буквально налегке, а назад прям чемоданы тащите. Да, какая-то незапланированная, спонтанная, случайная, но очень-очень по душе вам придется. Вижу, что вы с кем-то сойдетесь, с каким-то человеком сойдетесь, сблизитесь, подружитесь, посотрудничаете. У каждого по-своему отыграется. Здесь такие обстоятельства складываются, когда то ли вы в ком-то нуждаетесь, то ли кто-то в ком-то нуждается. И вот сама судьба, вот как жребий судьбы, да, указывает перстом на вас и на этого человека. Тут судьба сведет. Судьба сведет, вместе вы что-то сделаете, либо чего-то добьетесь, либо что-то у вас на двоих получится. Приятно так посотрудничаете, пообщаетесь. Вот как связь между вами возникнет. Вы, конечно, разойдетесь, но связь очень крепкая между вами возникнет. Вы обретете друга либо подругу, с кем вы будете, грубо говоря, вот по жизни идти. Вы не будете часто встречаться, может, вообще больше не встретитесь, но вы постоянно будете поддерживать связь и контакт. Хорошим человеком судьба сведет, да и вы очень хороший человек. То есть тут еще непонятно, кому повезло, да, кому больше повезло. Так, еще. Вижу, что что-то не случится. Не случится. Вы чего-то добиваетесь, либо будете добиваться, а это возьмет, да не случится. Но будет какой-то компромисс.
Ну, грубо говоря, где-то вам скажут нет, откажут, но в другом месте вас прям позовут с руками, с ногами, да, будут тянуть к себе. Либо вам говорят нет, но при этом предлагают какую-то альтернативу. Говорят, ну вот здесь нет, а вот здесь, пожалуйста, посмотрите, здесь да. Вот в таком ключе информация. И здесь для вас такой посыл. Не обижаться и не быть принципиальным человеком, что либо так, либо никак. Да? Вот ни в коем случае так не делайте. Альтернатива, которая вам будет предлагаться, гораздо лучше того, чего вы, например, хотели, да, чего вы добивались. Просто нужно вот с холодной головой посидеть, подумать и узнать, да, понять, оценить, в чем ваша выгода. Ну вот как отказ какой-то вы получите, но при этом сразу же и альтернативу вам будут предлагать. Вот. А альтернатива лучше, чем тот вариантик, в котором вы отказ получили. Но ваша принципиальная позиция может сыграть с вами злую шутку, как сами себя, грубо говоря, лишите. Вот. Холодная голова должна быть. Да? Пусть сердце будет горячим, но голова пусть всегда будет ваша холодна. Вот тогда и успеха добьетесь, тогда у вас все хорошо будет. Так, какие-то щупальцы вы себя сбрасываете. Но щупальца — это желание вами управлять, желание вами манипулировать, желание вас подавлять. Да, вот такой вот момент. Щупальцы с правой стороны. Возможно, даже кто-то из ваших близких хотел, либо этим постоянно занимался. Диктовал вам свою волю, чтобы вы там все делали так, как вам сказано, чтобы не перечили, чтобы вы там всегда соглашались, человек на нервах вам мог играть, и шантажировать вас мог, и абьюзом заниматься, да что угодно могло быть, вы все разные. Вижу, что щупальца вы свои сбросите, но при этом с человеком вы не поссоритесь. Нет. Какой-то такой вы метод найдете, способ найдете, чтобы и из-под контроля выйти, из-под этого влияния, да, давления на вас, и в то же время хорошие отношения сохранить. Может быть, вы взрослая женщина, либо взрослый мужчина, а ваши, например, родители до сих пор пытаются вами не управлять, а как бы вас обучать, да, вам диктовать, советовать, настойчиво советовать, что вам делать, с кем вам общаться, где вам работать, как детей своих воспитывать. И вам это порядком надоело. Либо ваш партнер, там, муж, либо жена позволяют себе такие вот моменты, там, и манипуляции, и шантажа, и даже какие-то угрозы могут быть. Найдете вы такой способ, метод, и щупальцы себя сбросите. Еще и друзьями, либо в очень хороших отношениях останетесь. Вы умничка, вы молодец, у вас прозрение идет, да, прозреть, попробовать новое что-то сделать, у вас все получится. И из-под управления выйдете, из-под манипуляции, но и при этом хорошие отношения сохраните. Так, еще когтистая лапа прямо у вашего горла. Ну и ангела я вижу, который вас от этой когтистой лапы отводит. Когтистая лапа — это опасность, это опасная ситуация, опасный человек, вляпаться куда не следует. Ангел отведет. Ангел, тут вам то ли знак будет, то ли предупреждение, то ли накануне сон вам приснится. Сон, который вот предскажет, покажет, предупредит. Ангелы отведут от вас опасный момент. Но если, конечно, вы будете принципиальны, настойчивы и скажете, да нет, я не верю в знаки, я не верю в сны, тогда, конечно, можете на эту лапу нарваться. А это очень неприятно будет. Когти очень длинные, понимаете? Схватят, либо поранят. Больно будет и обидно, что знаки не прочитали, либо знакам не поверили, что своим снам не поверили. Да, опирайтесь на свои сны, опирайтесь на те знаки, знамения, которые идут в вашу жизнь. У вас очень сильный ангел, но и у вас такой, знаете, шальной характер. Вроде все хорошо, иногда как вожжа, да? Вожжа попадет, и вы такая, ах, что-то такое сделаете, потом жалеете. Вот не зря показали, что голова должна быть холодная, а сердце горячим. Попробуйте, просто попробуйте. Поверьте, жизнь ваша от этого только улучшится.
Да, вот себя немножко сдерживать и контролировать. Ну и меньше доверять. Вот. Доверять тем, кому доверять не стоит. К сожалению, таких людей рядом с вами много. А человек вы доверчивый. Либо вы привыкли доверять, либо всех по себе судите, меряете. Как вы хорошие, так думаете, что все хорошие. Но это не так, к сожалению. Так, еще вижу, что вам кого-то придется выручать, спасать, помогать. Да, подкинет вам какой-то человек задачку со звездочкой. Вижу, что в какой-то момент вы свои дела в стороночку отпихиваете и вот с головой уходите в помощь какому-то человеку. Возможно, это друзья, возможно, это родня, возможно, это любимый человек. Но вот придется вам постараться и человека спасти, каких-то неприятностей этого человека вытащить. Это будет неожиданно, это будет неприятно, я честно вам говорю, я честно вас предупреждаю. Но вы должны знать, если вы не поможете, то этому человеку никто не поможет. Только в ваших силах будет спасти этого человека. Вот это вы должны понимать. Возможно, это не первая ситуация, когда вам приходится пренебрегать своими делами и спасать другого человека. Но, конечно, решать вам, выбирать вам, но вижу, что все-таки вы будете помогать. Ну, не такой вы человек, мимо не пройдете. Может, ругать этого человека станете, но мимо не пройдете и точно поможете. Так, девушки, женщины, мои хорошие, есть у вас тайный поклонник. Тайный поклонник, причем давненько он у вас есть, но он прям очень тайный, видно, так прям аккуратненько вас любил, никогда себя не выдавал, никогда не был пойман, замечен, да, в любви к вам. Но в сентябре из-за ревности ваш тайный поклонник себя вот прям с потрошками выдаст. Причем для вас это будет крайне неожиданно. Именно личность этого человека, именно личность этого тайного поклонника. Ну вот прям совсем не могли бы подумать. И даже если бы вам сказали, вот пальцы показали, сказали, вот он твой тайный поклонник, вы бы никогда не поверили. Но потому что человек настолько мастерски маскировался, да, вот настолько себя равнодушно вел, что вы бы, на кого угодно подумали, но только не на него. А тут прям ревность проберет этого человека и прям себя, так знаете, покажет. Вплоть до того, что, не знаю, накричать на вас сможет. Представляете? Скажет, да как же так, я же тебя люблю, а ты там такие фотографии публикуешь, либо с такими-то мужиками встречаешься, вы аж опешите. Но надо отдать должное человеку, он на самом деле спокойный, уравновешенный, просто да. До крайности доведете мужика. Вот. Он вам признается, у вас, конечно, потрясение, вон прям на лице нарисовано потрясение, но время пройдет, все успокоится, вы с этим человеком поговорите. Вижу, что договоритесь, вы будете друзьями. Вот, друзьями. Ну, а как теневая сторона этого договора, что все остается как есть, да, а я буду любить тебя и дальше. Вот в таком ключе. Но вам будет очень приятно, что вот есть человек, который к вам неровно дышит. Это прям согреет ваше сердечко и повысит вашу самооценку. Вот. Так что все еще неплохо закончится. Так, маленькая собачка. До старости щенок, да? Маленькая собачка. Здесь какой-то невысокий человек, невысокая женщина, либо мужчина будет очень навязчиво набиваться к вам в друзья. Человек настолько навязчивый, настолько он, знаете, эгоистичный, что вам это очень не понравится. Очень и очень не понравится, да. Кто-то прям навязывает себя, вот дружите все, вот мы друзья. Не могу ничего сказать ни хорошего, ни плохого про этого человека. Могу сказать так, что человек либо молод, либо неопытен. Поэтому так себя ведет. Решать, конечно, вам, выбирать вам. Но навязываться будет очень нагло вам в друзья. Так, вижу, что вы меняете гардероб. Менять гардероб. Либо окружение будете менять, если мы говорим в сакральном смысле, да? Смените гардероб, смените окружение. Либо вы действительно в прямом смысле слова, да, обновите свой гардероб, купите новые хорошие вещи, которые будут вам к лицу, которые будут подчеркивать ваш статус, ваш стиль. Вам это очень подойдет, понравится, подойдет и
Прям хорошие ощущения вас ждут. А если вы окружение поменяете, тоже, вы знаете, как запустите новые процессы в своей жизни и сразу это почувствуете. Ведь успешные люди, достойные люди, спокойные, уравновешенные, добрые гораздо лучше, чем психопаты, истерички и там проблемные. Прям почувствуете, да. У кого-то окружение поменяется, у кого-то гардероб, у кого-то и то, и то. Вот. Двойной приятный момент. Моменты, двойные моменты. Так, еще мужчина с важным разговором. Смотрите, девочки, вы все разные. Если вы замужем, то мужчина с предложением что-то приобрести, купить для вас, либо для вашего уюта. Да, то есть он идет на крайние меры. Он решил купить вам шубу к сезону, да, это же у нас осень, сентябрь. Там решил купить шубу, решил что-то в дом, может быть, купить, может, там посудомойку, там кухню вам новую решил купить, да, чтобы вам легче было. С важным разговором и с хорошим предложением. Вас это очень порадует, и прямо он в ваших глазах растет. Если вы не замужем, у вас есть парень, либо мужчина, с кем вы только недавно начали общаться, но у вас там все серьезно завязывается, то мужчина вас просто вот ошарашит предложением: вот выходи за меня, будь моя, да, роди мне ребенка. Вот в таком ключе вы на него смотрите и говорите: извини, но мы же только-только вот с тобой познакомились, либо мы только там встречаемся пару месяцев, ты что, белины объелся? А он прям настаивать начнет, скажет: ну люблю я тебя, ну вот хочу с тобой, хочу семью. Ой, прям удивлять вас будет. И вот свое сердце перед вами вот целиком и полностью раскроет, да, душу раскроет, все свои помыслы раскроет. Ой, приятно. Тьфу-тьфу-тьфу, девочки, тьфу-тьфу-тьфу. Ну, а если вы мужчина и смотрите мою отсыпку, жизнь вас точно порадует, да, события в личной жизни. Ну и каким бы там противненьким ни был ваш муж, он все понимает. Он все понимает, он вас еще удивит, девочки. Он еще вас порадует. Будет исправляться. Да. И это чисто его желание. Не ваше принуждение, не ваши уговоры, просьбы, а это именно его желание. Еще вижу, что цветы зацветут. Цветы, которые радость вам подарят. Может быть, действительно у вас есть какой-то сорт цветов, которые цветут именно осенью, в сентябре. И будет обильное цветение. И прям столько много позитива вы от этого будете получать, как даже заряжаетесь вы от этих цветов. Если у вас нет никакого там цветника, там какой-нибудь клумбочки нет, то у вас очень много цветов будет в сентябре. Вот вы будете получать цветы, вам будут дарить эти цветы. По случаю, без случая, там случайно, может быть, какой-то прохожий. Но вот вы вся в цветах. Вся в цветах. Это очень хороший знак. Цветы — это радость, это энергетика, это прекрасное настроение, да, позитивное настроение. Чего вам искренне и желаю на весь сентябрь. Да, какой сентябрь? На всю вашу жизнь, да, чтобы вы всегда были живчиком, позитивчиком и всегда улыбались. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.